декабря 2020 года возмещено всего 2 миллиарда 816 миллионов сомов. Всего 2 миллиарда 816. С 20 октября по сегодняшний день за 2 месяца было возмещено 2 миллиарда 700 миллионов сомов. Разница 116 миллионов сомов за 10 месяцев 2020 года возмещено и 2 миллиарда 700 миллионов сомов за 2 месяца 2020 года. Разницу, я думаю, сами посчитаете. Так, насчет Матраимова вы очень хорошо, постоянно интересуетесь, поэтому я по нему дам подробную информацию. Из них Матраимову возмещено 1 миллиард 400 миллионов сомов на сегодня. Вместе с ними были еще возмещены теми другими лицами, которые там были привлечены по данной работе. Раджабалиевым 12 миллионов сомов, Боромбаевым 8 миллионов сомов. Кроме этого, со стороны участников внешнеэкономической деятельности возмещено в бюджет государства денежные средства в размере 301 миллионов сомов. Так. Матраимовым возмещено полностью 2 миллиарда сомов на сегодня. Следует отметить, что из указанной суммы, из 2 миллиарда 800 миллионов, 1 миллиард 400 уже, 2 миллиарда сомов, так, Матраимовым, 1 миллиард 400 уже перечислено в бюджет республики на сегодня наличными деньгами. Обращены в доход государства недвижимое имущество в виде одного торгового центра и 9 квартир на сумму 600 миллиардов сомов. 601 миллиардов сомов. Так. Таким образом, он заплатил 2 миллиарда сомов. Считаю также необходимым заметить, что в рамках данного уголовного дела также был установлен ущерб в размере 53 миллионов сомов, причиненный другими участниками, соучастниками Матраимова, которые также возмещены в бюджет в полном объеме. Таким образом, ущерб в размере 2 миллиарда 53 миллионов сомов к настоящему времени возмещен полностью. А уголовное дело в отношении Матраимова будет в кратчайшие сроки направлено в судебные органы для рассмотрения по существу. Насколько вам хорошо известно, что ГКМБ на постоянной основе информирует общественность о ходе расследования уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя таможенной службы Раймбека Матраимова. В настоящее время уже можно сообщить некоторые детали расследования данного уголовного дела, к которому граждане проявляют особый интерес. Ввиду необходимости соблюдения тайны следствия, я сейчас не могу дать полную информацию по данному делу, но могу сказать, что ГКМБ в очень сжатые сроки была проведена колоссальная работа по демонтажу коррупционных схем в таможенных органах и получению важных и, самое главное, неопровержимых доказательств вины Матраимова. Установлен ущерб, причиненный им государству в размере 2 миллиардов сомов. Все это деятельности, которые были связаны внутри нашей страны. Добытые доказательства явились одной причин признания Матраимовым своей вины, заключение соглашения о сотрудничестве и полное содействие расследованию, в том числе изобличением других соучастников преступления. Очень важным аспектом работы по данному делу был вопрос возмещения установленного ущерба. И сегодня я уже могу точно сказать, что принятыми ГКМБ мерами Матраимов полностью возместил государству ущерб в размере 2 миллиардов сомов. Я вам уже ранее рассказал, из этих 2 миллиардов, 1 миллиард 400 он перечислил в бюджет страны,
наличными деньгами, 600 миллионов сомов он обращен в доход государства недвижимое имущество в виде одного торгового центра и 9 квартир на сумму 600 миллионов сомов. Так. Торговый центр мы собираемся передавать государству, которое государство и далее будет получать доход, а 9 квартир оставляем для сотрудников ГКМБ. Из них одна квартира, она большая, 250 или там, я не знаю, 280 метров в квадрате. И эту квартиру, большую квартиру, конечно, никто из наших сотрудников не может жить. Мы хотим передать детскому дому, какому-нибудь детскому дому или каким-нибудь там социальным объектам, учреждениям хотим передать. В скором времени, буквально 2-3 дня, и выйдет постановление правительства, мы будем распределять данное имущество. Кроме того, одновременно с этим следствием по раскрытию других коррупционных схем, в которых возможно замешан Матраимов, будет продолжено, для чего уголовное дело будет выделено в отдельное производство. То есть уголовное дело не прекращено, оно будет продолжено еще более детально разбираться в деле Матраимова. В рамках данного уголовного дела будут проверены данные, в том числе касающиеся возможной причастности Матраимова к коррупции в таможенных органах в период после его освобождения от должности заместителя председателя таможенной службы. О результатах расследования данного дела ГКМБ обязательно будет информировать общественности и о причастности международных контрабандных преступлений и с другими государствами. То есть Россией, Китаем, Казахстаном, нашим ближайшим соседям Узбекистаном. Потому что мы считаем, что преступление Матраимова, оно не должно ограничиваться, то есть оно не ограничивается только внутри страны. Мы считаем, что он мог это преступление совершать еще сообща с другими такими же преступными элементами других стран. То есть по таможенной контрабанде. Это с Россией, Китаем, Казахстаном возможно. Поэтому данное уголовное дело будет продолжено. Есть таблица возмещения. Я думаю, эту всю таблицу я вам не буду перечитывать. Теперь я хотел бы вам подробную информацию дать, какие имущества мы получили и по каким ценам, чтобы общественность было это понятно. Так, мы получили нежилое помещение с земельным участком общей полезной площадью 6900,8 квадратных метров, расположенные по адресу город Бишкек, проспект Джибек-Джолу, 381, улица Ибраимова, 152, на земельном участке площадью 2533 квадратных метров. Идентификационный код 103-03-0024-0492. То есть данное имущество было полностью на него зарегистрировано. Определение рыночной стоимости земельного участка нежилого помещения происходило следующим образом. Курс доллара США по отношению к кыргызскому сому на период 16 декабря 2020 года составил 82,60 сомов. С учетом корректировки ориентировочной средней стоимости 1 квадратного метра земельного участка насчитано по 2400 сомов, это 29,2 долларов США. Средняя рыночная стоимость земельного участка составила 6 миллионов 79 тысяч 200 сом. То есть это 73 тысячи 598 долларов США. Расчет 2,533 умножить 2400, 6 миллионов 79 тысяч 200 сомов. Рыночная стоимость нежилого помещения с земельным участком за 1 квадратных метров
по 78 тысяч 99 сомов. 99,66 сомов. То есть 78 тысяч 100 сомов, да, получается. Это $945 США. Общей полезной площадью 6900,8 квадратных метров. На период 16 декабря 2020 года с корректировкой составил 538 миллионов 950 тысяч 177 сомов. Это 6 миллионов 524 тысячи 820 долларов США. Так получается, мы данное нежилое помещение, то есть торговый центр, взяли у него, если так обобщать, по $945 за метр квадратный. $945. Знаете, торговые центры в данный момент продаются по $1500, по 1200. Он как раз и настаивал нам, что там мы покупали у него, то есть брали у него в расчете по $1500 метр квадратный. Нет, мы провели расчет, так, хотели, чтобы там данное имущество попало в руки государства по рыночной, даже ниже рыночной цены. Так, $945 за метр квадратный данное помещение взяли. Второе. Квартиры в количестве 9 единиц. Общей площадью 1032,8 квадратных метров. Средняя рыночная стоимость за 1 квадратный метр составила от 41 973 сомов до 67 699 сомов. В зависимости от общей площади предоставленной квартиры. Общая сумма за указанные единицы квартиры составила 56 миллионов 353 тысячи 202 сомов. Это в долларах получается 682 тысячи 242 долларов США. Курс доллара США по отношению к кыргызскому сому на период 16 декабря 2020 года составил 82,60 сомов. Соответственно, за 1 квадратный метр площади цена в долларах варьировалась от $508 до $819 США. То есть все квартиры ремонтированные полностью. То есть квартиры, которые сейчас люди, он сдавал, люди жили. Сейчас освободили все квартиры, и эти квартиры мы берем в доход государства. Только одна квартира требуется, оказывается, ремонт, мы эту квартиру отремонтируем и передадим социальным учреждениям. Таким образом,